Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, зачем нетрезвый мужчина пришел в магазин с пистолетом. И как он объяснил его происхождение. Дважды за полгода. Где-то в мае тоже загорел. Вон, сломанный же был туда. Затушено было. Одна и та же квартира не первый раз горит из заброшенного сверху непотушенного окурка. А также 21-летний парень ценой жизни пытался обеспечить предприятие электроэнергией. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации и Республики Казахстан проводится доследственная проверка. Организацию обесточили из-за долгов. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвого мужчину с предметом, похожий на пистолет, задержали на улице Краснококшайская. Группу быстрого реагирования вызвали сотрудники супермаркета, увидев, как у одного из посетителей из кармана торчит оружие. При этом мужчина вел себя грубо и с продавцами, и покупателями. Что он делал после задержания, расскажет Алия Хайруддинова. Излишнее внимание сотрудников охранного предприятия к своей персоне мужчине явно не нравилось. На тревожную кнопку нажали продавцы одного из магазинов на улице Краснококшайская, когда увидели, что из кармана нетрезвого посетителя торчал предмет, очень сильно похожий на пистолет. Испугались и покупатели. Общался там с покупателями. Еще у него сзади торчал в пьяном виде, потом вышел. Потом к старику там подсел. Вот вызвал сотрудников ГБР, они в полицию. Сотрудники группы быстрого реагирования оперативно задержали мужчину. Пистолет при нем действительно нашли. После этого его поведение стало неадекватным. Дальше и задержанного, и оружие, которое было при нем, передали в руки сотрудников полиции. То, что пистолет газовый, стало ясно тут же, на месте. Кому он принадлежит, еще предстоит установить. Для выяснения всех деталей его изъяли. Мужчина же скрывал свое имя, не отрицал лишь одного, что был ранее судим. Теперь его личность и законность ношения и хранения оружия предстоит установить полицейским. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Ушел купаться, и больше его никто не видел. Сообщение об утонувшем мужчине в Мамадыше поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в районе 9 часов утра. Очевидцы рассказали, что во время купания на Вятке 55-летний мужчина нырнул в воду и больше не всплывал. Прибывшим на место спасателям потребовалось порядка 2 часов, чтобы обнаружить тело. Оно было найдено в 20 метрах от берега на глубине 3,5 метров. В Казани задержали банду, похищавшую дорогие иномарки. Первое заявление об угоне автомобиля поступило от 66-летней владелицы кроссовера «Мазда». Женщина рассказала, что припарковала свою машину рядом со своим домом на проспекте Амирхана, а утром не обнаружила ее на месте. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили маршрут иномарки. Отслеживая его, оперативники обратили внимание на автомобиль Hyundai, который долгое время сопровождал «Мазду». Установив личность владельца, полицейские поняли, грядет новое преступление. Дальнейший угон проходил уже под присмотром оперативников. Злоумышленники отогнали очередную точно такую же Mazda CX-5 в Тихий двор на улице Фрунзе и попытались скрутить номера. В этот момент обоих мужчин задержали полицейские. Третий, водитель Hyundai, при виде людей в форме попытался скрыться с места происшествия, но позже был задержан. Оперативники изъяли специальные электронные средства, с помощью которых угонялись автомобили. Подавитель радиосигналов, устройство для запуска двигателя через сервисный разъем, универсальные ключи взлома замка зажигания и двери. Сейчас все трое на время следствия заключены под стражу. Как предполагают в МВД, задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Огонь вспыхнул сегодня утром в одной из квартир дома на проспекте Строителей в Нижнекамске. Соседи признались, эту квартиру владельцы сдают. В ней часто меняются жильцы, и кто живет там сейчас, ответить не смогли. Так же, как и предположить, есть ли кто-то внутри или нет. Рамиль Шайдуллин узнал все подробности и выяснил, что горит она уже второй раз в этом году. Сообщение о пожаре поступило около 10 часов утра. Пожарные прибыли на место через считанные минуты. С балкона одной из квартир на 3-м этаже шел густой дым. Внутри, как рассказали соседи, могут быть люди, а дверь никто не открывает. По словам соседей, эту квартиру ее владельцы сдают. Жильцы в ней постоянно меняются, и они не знают, кто живет там сейчас. В этом году здесь уже был пожар. Квартиру успели потушить прежде, чем она выгорит полностью. Где-то в мае тоже загорел. Вон, сломанный же был туда. Затушено было. А потом вот сейчас видно, опять загорелось.
Сегодня, как и 2 месяца назад, очаг возгорания также был на балконе. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за брошенного сверху непотушенного окурка. Пожарные быстро справились с огнем. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Пострадавших и погибших нет. Рамиль Шайдуллин, Лилия Егорова, вызов 112. Мгновенная смерть. 21-летний житель Высокогорского района погиб в результате поражения электрическим током. Как установило следствие, работник автопарка решил самостоятельно подключить электричество на предприятии, на котором трудился. Ранее организацию отключили от электроснабжения за неуплату. Все подробности в репортаже Айрата Назипова. Все произошло на территории автопарка в селе Мимдель Высокогорского района. Ранее предприятие обесточили из-за долгов за оказанные услуги. Тогда, по версии следствия, 21-летний механизатор решил самовольно подключить электричество на разъединительном столбе. Такое решение стоило ему жизни. Мужчина залез в ковш экскаватора, водитель которого поднял его до верхушки столба. С помощью металлической трубы он пытался передвинуть задвижку для подключения энергии. Однако задел провода и получил удар током. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Было ли на самовольное подключение электричества чье-то указание, или это было самостоятельное решение погибшего? Ответы на эти вопросы предстоит найти следствию. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации и Республики Татарстан проводится доследственная проверка. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, на минувшей неделе от удара электрическим током погиб 26-летний казанский фотограф. Он залез под крышу цеха, который надо было заснять, и задел токопроводящий рельс крана. А 18 июня в Заинском районе при попытке срезать провода линии электропередачи, находящейся под напряжением, погиб 44-летний ранее судимый местный житель. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Гашиш и марихуана привели 42-летнего инженера на скамью подсудимых. Мужчина не отрицал, что покупал запрещенные вещества в особо крупном размере и перевозил их в автомобиле, где их и нашли полицейские. Но при этом уточнял, что приобретал их исключительно для самого себя, а употреблять их не запрещено. Распространять зелье желания у него, как утверждал подсудимый, не было. Самому бы хватило. И просил суд строго его не наказывать. Нафиса Минязова узнала, поверил ли суд в эту историю. Ладу Грант остановили на контрольном посту полиции 3 месяца и 6 дней назад. Тогда в кармашке двери автомобиля обнаружили подозрительные свертки. А позднее экспертиза установила, это не что иное, как наркотики. 49 граммов гашиша и 36 марихуаны. Размер крупный. Полицейские установили, что принадлежат запрещенные вещества пассажиру автомобиля. Мужчина отпираться не стал и рассказал, что приобрел наркотики для личного употребления, а сбывать никому не хотел. В содеянном тут же раскаялся и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. Производство в особом порядке предусматривает полное признание вины вами по предъявленному обвинению. Вам об этом известно? Знаю. Признаете ли вы свою вину полностью? Знаю. Учитывая все обстоятельства дела, гособвинитель попросил для подсудимого наказания в виде 4 лет лишения свободы условно. Защита обратила внимание суда на то, что наркотики не относятся к разряду тяжелых. Мужчина ранее не судим, а на иждивении у него находятся 2 малолетних детей, что является основанием для смягчения приговора. Суд, выслушав обе стороны, постановил исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества. Признать вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным. Радоваться или огорчаться вердикту суда подсудимый пока не определился. Хорошо это для него или не очень, решит после переговоров с адвокатом. Нафиса Минязова, Наталья Лушникова и Фахри Исламов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.